Коронавирус меняет симптоматику. Потеря вкуса и обоняния теперь не являются основными. В больницах все больше людей молодых и среднего возраста. В Башкортостане растет количество ковид-госпиталей. В недавно развернутой красной зоне в Уфимской 13-й больнице побывал наш корреспондент Анастасия Ильчибаева. Сейчас бабулю еще принесу, ладно? Сейчас еще принесу. Сейчас, бабулечка. Тут нужно иметь чуткие сердце и слух. Последнее, чтобы расслышать сквозь маску и шум приборов. Просьбы тех, кто без помощи не может даже попить воды или перевернуться. Их надо в промпозицию, на живот укладывать, на бока. Это все крутить, вертеть. Смотрите, какие у нас маленькие, хрупкие. Но всегда есть мужчины, к сожалению, с ними, да, которым могли бы помочь. О таких силах в себе они раньше и не подозревали. Вчетвером уже научились поднимать 150-килограммовых мужчин. В марте, сворачивая ковид-госпиталь, надеялись, больше не придется надевать душные комбинезоны. Но на прошлой неделе, когда стало понятно, что работающие госпитали почти заполнены, в 13-й больнице экстренно в течение 1,5 суток открыли еще одну красную зону на 100 коек. Вот только коронавирус действует не менее оперативно. Это комната первичного осмотра на пациентов. Здесь нет. Ковид-госпиталь уже не работает. На прием больных все места заняты. Свободы всего несколько мест в реанимации. С учетом, что ковид-госпиталь открылся только в пятницу. Уже в первые дни он был заполнен почти полностью. Эта волна коронавируса отличается многим. И резким ростом заболевших, и течением болезни. Отсутствие вкуса и запаха, по которому многие узнавали у себя ковид, теперь не показатель и встречается редко. А 10-20% поражений легких сопровождается удивительно низкой сатурацией. Появились и новые симптомы. Понос, тошнота, рвота, повышается температура. И очень характерно сейчас лихорадка до 39-40 градусов без каких-либо катаральных явлений. То есть нет симптомов ОРВИ, там, насморка, боли в горле, да? При гриппе, например, да? То есть вот просто 39-40, появляется потом где-то на 5-6 день заболевания, кашель. Это, скорее всего, есть новые штаммы коронавируса, говорят врачи. В больницу чаще стали попадать молодые люди. По сравнению с первым днем, как себя чувствуете? С первым днем это вообще хорошо. Небо земля. Температуры сегодня на утро не было, вечером тоже не было. А дома? Да. Дома 39,5 было. Стены помогают. За время лечения многие пациенты становятся как родные, особенно тяжелые, которых пытаешься всеми силами отвоевать у смерти. В пульмонологическом отделении в обычное время, рассказывает Эльвира Галинурова, заведующая госпиталем, может умереть один пациент в 3 месяца, и это уже становилось трагедией для врача. А за последний год число смертей было таким, что многие медики раньше не видели за все время работы. Это в десятки раз больше. Мы же тоже люди, у нас тоже есть эмоции, чувства, это все им передавать. Кто-то родители хоронит. Последние минуты перед открытием вот я лично проходила все палаты, смотрела на готовность. И вот вспоминаешь тяжелых пациентов. Кого-то, кого выписали, вспоминали. Потому что помнишь, где они лежали. Кто-то умер. И как тут не заплакать, когда помнишь всех, за кого так бились, но не смогли спасти. Но слезы в госпитале наворачиваются не только от скорби, но и когда выписываешь пациента, с которым боролись за его жизнь, или когда видишь удивительные истории любви. Во время съемок мы заметили дедушку, который явно что-то искал. Пожилому пациенту пришел на помощь медик, и не сразу удалось понять, что же ему нужно, разговаривать только на татарском. Но выяснив причину беспокойства, врач как ребенка за ручку привел дедушку в нужную палату. Вот она, любовь-то. Сам пришел. Им обоим по 90 лет. Вот дедушка искал свою жену. Просто дедушку перевели в другую палату, а жену здесь оставили. А дедушка себе место не находил, пошел сам искать. И вот мы жену нашли. Он тут же потребовал, чтобы у супруги у него на глазах померили давление и температуру. И успокоился только после того, как врачи убедили, показатели в порядке. Но еще долго он сидел в палате, не выпуская руку жены. Анастасия Ильчибаева, Булат Садриев, Новости, Уфа.